Здравствуйте, дорогие зрители! Мы начинаем 21 выпуск нашего проекта «Страна огромная». И сегодня мы поговорим о такой теме, как узники совести, заложники режима. Многие известные политики, так или иначе, которые выражают свое несогласие с действующим режимом, рискуют стать узниками совести, либо их дети рискуют стать заложниками режима. И об этом мы сегодня поговорим вместе с нашими гостями. На связи из Хабаровска у нас сейчас Антон Фургал, сын Сергея Фургала. Здравствуйте. Здравствуйте. В Москве у нас двое гостей: Сергей Станиславович Удальцов и Борис Юрьевич Горлицкий. Вот. И на связи из студии «Спец» Александр Пасечник и Игорь Гончаров. Здравствуйте. 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 И также я хочу анонсировать, что во второй половине нашего эфира к нам присоединится Сергей Георгиевич Левченко, депутат Государственной Думы. Вот. В общем, хочу также сказать, что в соответствии с законом, так как Борис Юрьевич является признанным иностранным агентом, вот, мы должны послушать мантру «импортное значит хорошее». Давайте послушаем. Ну, как-то затянули кадр это уже. Нет, там должно быть определенное время должно пройти. Определенное время должно 15 секунд. Коллеги, ничего не затянули, Игорь. Ничего не затянули. Это норма Минюста. 15 секунд на просматривание вот этого замечательного текста. Я на то, чтобы в него вникнуть. В общем, коллеги, я предлагаю следующий порядок. У нас несколько историй сегодня злободневных, которые сейчас развиваются и которые так или иначе, власти хотят, чтобы мы их не знали, но мы хотим знать, разбираться и узнать о текущих последних новостях. Первая глобальная история, которую мы бы хотели послушать, это история про Кирилла Украинцева, организатора профсоюза «Курьер». Вот. Дальше мы хотели бы услышать, как сейчас обстоят дела у Сергея Фургала, как он борется. И в заключение к нам, когда присоединится бы Сергей Георгиевич, мы бы хотели услышать о том, как идет борьба по делу Андрея Левченко. Вот. В общем, дела знаковые, дела громкие. И сегодня, что будет являться, наверное, неприятным сюрпризом для многих, это то, что сегодня в одном ряду стоят дела разных лидеров системно-оппозиционных партий, вот, и лидера профсоюза. И на самом деле, как мы предварительно уже для себя выяснили, что во всех этих делах очень много общего. И давайте об этом все подробно сегодня узнаем. Игорь, мы предварительно разговаривали тоже, но у нас очень много мнений, и я предлагаю вам для начала мнением своим поделиться. Ну как, мы за кадром как бы говорили с тобой в целом о законе, о том, что сейчас произошло с законом, о том, что, по сути, право рухнуло. Вот это вот несимметричное применение права, это уже притча во языцах. Как вот сказал один герой замечательного сериала, а это уже не закон, а это кистень. Но опять же, вот есть такое расхожее выражение, что исключение подчеркивает правило. Не все его знают, это выражение, смысл его. Это, тут у нас есть историк, хоть и инагент, может меня поправить. Смысл этого выражения в том, что если кто-то просит исключение к закону, к правилу, значит закон работает. То есть исключение, подтверждающее правило, говорит о том, что этот закон нужен, закон работает. Если никто не требует никогда никаких исключений, не пытается прорваться через закон, значит этот закон ничтожен, он не нужен. У нас все наоборот. Все наоборот. Закон
изначально, исключительно используется не по прямому назначению, а как карательная вещь. Он не предупреждает преступления на сегодняшний день. Ну, я имею в виду, конечно, самое массовое государственное преступление – это коррупция, кумовство и все, что с этим связано. Закон здесь молчит. Он не работает вовсе, его как будто нет. Да и что бы они ни натворили, вот как у нас один большой деятель думский, пульнул из арбалета в женщину, ничего не было. Женщину, я не знаю, там обработали, денег дали там, и так далее. Вот. Все это описали, как стрелял по рыбкам, попал в купальщицу. Ну, странный случай, и таких случаев масса. Вот. Это первое, о чем я хочу сказать, что у нас закон работает строго наоборот, он не предупреждает, он не профилактирует никаких преступлений. Это исключительно карательная вещь. Вот. Ну а во всех других криминальных случаях от закона легко откупиться, это тоже вещь известная. А второе, вот что примечательно, ведь мы сейчас говорим об узниках совести, о политическом преследовании. В Советском Союзе это тоже было, это было не единичный случай, это была система отлаженная, но к чести тех служб, они в основном, в общем-то, говорили, в чем дело. Они показывали пальцем, что вот этот вот человек против существующего строя, да, там, и так. За это мы и преследуем. То есть нельзя сказать, что было в этом много чести, но было все ясно и понятно, что человек преследуется за свои убеждения. Понимаете? Тут все было понятно. Сейчас этого нет. Сейчас узники совести садятся и привлекаются по хозяйственным, по хулиганке, там, не пойми как. Им подтягивают вот любую статью. Искусственно лепятся дела, шьются дела. Вот. Это тоже постыдность. Это тоже вот признак нынешнего времени. Это, я не знаю, кто-то это считает слабостью власти и так далее, там, непрофессионализмом аппарата. Вот. Но как бы то ни было, это очень яркая деталь вот именно нынешнего времени. Селективное использование закона, несимметричное и привлечение, в общем-то, по политическим мотивам, вот, применение хозяйственных статей, и иногда уголовных статей, там все что угодно тебе прилепят. Вот. Но мы об этом сейчас, я так понимаю, уже прямо в персонажах поговорим, что и как. Ну вот это то, что я хотел сказать по вступлению. Спасибо. Я думаю, что, продолжая мысль, что вот узники совести, те, кто за убеждения, но сейчас же ведь многие люди страдают за то, какие они есть люди сами по себе, то есть это узники вообще своего естества, получается так. Ну, давайте перейдем к новостям, как вообще дело обстоит. Сергей Станиславович, можете рассказать, как дела у Кирилла Украинцева? Я знаю, что вы с его адвокатами связывались, с теми, кто с ним работает, с соратниками его. Как обстоит ситуация, дела и вообще в чем там суть сейчас? Да, друзья, добрый день. По Кириллу Украинцеву ситуация следующая. Буквально на днях был продлен срок его содержания под стражей в следственном изоляторе до 20-х чисел сентября. Но это обычная практика. Если человека заключают под стражу, ему не бессрочно продлевают это нахождение в СИЗО, а такими порциями, там по 2 месяца, в среднем по 3. И каждый такой период проходит новое судебное заседание. И вот сейчас опять без явных оснований, хотя защита Кирилла Украинцева и первоначально, когда его только брали под стражу в апреле, и сейчас говорит о том, что нет необходимости человека держать под стражей в следственном изоляторе, можно применить другие меры пресечения или подписку о невыезде, или хотя бы домашний арест. Кирилл Украинцев в Москве проживает, есть у него место жительства. Тем не менее, явно у следствия, у суда прослеживается стремление просто человека изолировать, чтобы не отсвечивал, сидел в 4 стенах. Им так удобнее, им так проще. К сожалению, пока вот такая тенденция. А обвиняется он, я напомню, по так называемой Дадинской статье, неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий, каплей,
финальной каплей для властей стали его попытки вот весной этого года, когда под влиянием западных санкций и всех известных нам событий, которые называются спецоперацией, конечно, у многих работников в разных сферах серьезно ухудшились условия труда и ухудшаются до сих пор. Началась сверхэксплуатация со стороны работодателя. В первую очередь это коснулось самых бесправных сегодня в нашей стране людей, так называемых вот мигрантов, которые здесь, у нашего населения порой неоднозначны к ним отношения, но если разобраться по существу, они, конечно, подвергаются сверхэксплуатации. И Кирилл Украинцев с 2020 года занимается работой по защите их прав в рамках профсоюза курьеров, профсоюзов работников вот так называемых служб доставки, Delivery Club и подобных им. Это вот люди, которые вам приносят, многим, в крупных городах приносят домой еду, какие-то другие товары. Особенно это актуально было в период коронавирусной пандемии. Но и сейчас этим многие пользуются. И эти люди, конечно, тоже нуждаются в защите. И вот Кирилл Украинцев, я считаю, занимался этим благородным делом в рамках профсоюза «Курьер», независимого профсоюза. Но, к сожалению, у нас и к таким профсоюзам у власти всегда было отношение негативное все последние годы. А сейчас, особенно когда, я думаю, причиной его ареста, конечно, стало то, что Кирилл пытался организовать какие-то коллективные солидарные действия вот этих курьеров, собрания, речь шла про возможную забастовку. И, конечно, на фоне спецоперации власти, у страха глаза велики, любая вот эта активность, любая консолидация людей в их понимании представляет угрозу чуть ли не устоям государства. Насчет спецоперации, кстати, Кирилл Украинцев, насколько я знаю, не высказывал каких-то резко негативных суждений. Он и не был большим сторонником этого мероприятия, но и не был человеком, который как-то жестко, радикально высказывался против. Тем не менее, по совокупности, видимо, власти посчитали, что он потенциально опасен, может пытаться людей организовывать на какие-то коллективные действия, а сегодня это чуть ли уже не приравнивается к государственной измене. Вот мы дожили до такого момента, Игорь Гончаров тут вначале говорил, про то, как у нас закон соблюдается. Вот эти все негативные тенденции путинского политического режима, они с началом спецоперации, конечно, усилились многократно. И мы движемся, уверенно к такой, действительно, диктатуре, к сожалению, к большому сожалению. Поэтому в данной ситуации Кирилл Украинцев стал отчасти заложником всей этой ситуации. Ему вменяется вот это неоднократное нарушение правил проведения митингов. За это может грозить лишение свободы до 5 лет. Пока идет следствие. Там, в принципе, дело-то несложное. Несколько эпизодов, его привлечение к административной ответственности, подготовка новых таких мероприятий. И вот уже состав этой 212 статьи. Поэтому максимальный срок до 5 лет. Как будет на практике, мы не знаем. Но, конечно, Кириллу сейчас нужна максимальная поддержка, защита. И я вообще могу сказать, сейчас у некоторых есть такая иллюзия, что в основном прессуют либералов, таких прозападно ориентированных либералов, которые заняли жестко такую антивоенную позицию. Да, можно с ними соглашаться, не соглашаться. Некоторые, конечно, из них явно заняли такую, я бы сказал, национал-предательскую позицию. Она мне совершенно не близка. Но я хотел подчеркнуть, что далеко не только их прессуют. По-прежнему продолжают прессовать и коммунистов, и левых активистов, и вот, как Кирилл Украинцев, профсоюзных активистов. То есть власть широко работает в этом плане. Не надо думать, что они как-то повернулись лицом к народу и теперь будут со сторонниками социализма вести какой-то полноценный диалог. Пока этого нет и близко. Поэтому, еще один коротко, буквально яркий пример, я об этом уже как-то рассказывал. Еще в марте в Уфе, в Башкирии, арестовали несколько человек, тоже левых активистов из Левого фронта, из марксистского кружка, за то, что они, с точки зрения следствия, собирались на протяжении 2 или 3 лет, изучали теорию марксизма. То есть они посещали марксистский кружок.
что по версии следствия, а базируется эта версия на показаниях лишь одного свидетеля, ну, конечно, доказательственная база очень слабая. Вот эти люди, там, например, даже есть среди арестованных депутат регионального парламента Курултая Башкирского Дмитрий Чувилин, наш товарищ, он в левом фронте состоит, от КПРФ избирался. С точки зрения следствия, они, изучая марксизм, параллельно занимались террористической деятельностью, создали террористическое сообщество и, обсуждая возможность смены власти в России, вообще-то у нас это не запрещено законом, но с точки зрения башкирских следователей они занимались террористической деятельностью, и теперь им грозят сроки там кошмарные от 15 лет и выше. Если все это дойдет в таком виде до суда, им также продлевают содержание под стражей. То есть, конечно, это чудовищно, и об этом надо сегодня говорить во весь голос, со всех трибун, во всех информационных ресурсах, потому что если это не остановить, то либералы-то антивоенщики скоро закончатся. Дальше пойдут широким, так сказать, охватом, будут вообще всех сажать и прессовать, кто хоть в чем-то с властью не согласен. Это мы можем дойти до очень печальной ситуации уже в ближайшее время. Поэтому Кириллу Украинцеву, конечно, надо максимально сейчас помогать, поддерживать. Дело это высосано из пальца. Вот, поэтому мы всецело выступаем за его освобождение и за снятие этих обвинений. Я думаю, Кирилл Украинцев, по мнению политадминистраторов, виновен только в том, что задумал создать профсоюз из тех людей, которые нагляднее всего в Москве туда-сюда снуют с желтыми и зелеными рюкзаками. Вот. А к нам присоединился Сергей Георгиевич Левченко, депутат Государственной Думы от Иркутской, Магаданской областей и от Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, Сергей Георгиевич. Здравствуйте. Борис Юльевич, вот хотел вам предоставить слово, прокомментировать ситуацию с Кириллом Украинцевым и вот особенно по ситуации с кружком марксистов. Марксизм — это все-таки, как известно, больше по вашей части. Ну, во-первых, спасибо за приглашение. И, знаете, ну, это тот случай, когда, в общем-то, даже я не очень понимаю, как это можно комментировать. Потому что, вот, знаете, старый анекдот еще советский, а теперь он стал еще более актуальным, когда человек хватает на площади, он раздает пустые бумажки, да, листы, где ничего не написано, печатно. Его хватают, тащат куда-то и говорят: а что, за что ты там хотел написать, сказать? Говорит: а что писать, и так все ясно. Понимаете, тут вот я даже не очень понимаю, вот как это комментировать. Да, это очевидная совершенно история. Просто давайте посмотрим еще на то, о чем говорил Игорь Гончаров. Потому что вот к вопросу даже не о выборочном применении закона, а вообще о том, что представляет собой сложившаяся практика и сложившееся законодательство в совокупности. Понимаете, потому что ведь проблема же даже не только в том, что законы выборочно применяют. Возникла ужасная вещь, что у нас пишутся законы, которые, в общем, противоречат Конституции, противоречат другим законам, а в совокупности складывается уже законодательная база для произвола. Вот это очень страшно. То есть произвол — это уже не нарушение закона, а сами законы пишутся, формируются, и, соответственно, под них практика для именно облегчения, обоснования произвола, деспотического поведения властей. Ну вот давайте сейчас несколько примеров возьмем. Во-первых, ну вот буквально на днях, как раз тоже это из Сибири уже новость, ну вот, помните, была шахта Листвяжная, да, где погибло 51 шахтер, 51 человек погиб, да, и Михаил Федяев, владелец шахты, был отдан под суд, и сейчас его отпустили. Ну а что такого? Ну, 51 человек всего погиб. В общем, вроде как по его вине, или, по крайней мере, не без его, так сказать, не без его доли вины, скажем так, да, потому что он все-таки нес ответственность за все нарушения, которые были на шахте. Ну вот, поддержали немножечко, все-таки поддержали и отпустили. Ну, что такого? 51 человек, какая фигня. Шахтеры живут, да. В это же самое время Алексей Горюнов, депутат муниципального совета, за выступление на заседании муниципального совета, заметьте, выступление, да, с критикой спецоперации, но там вообще речь шла не о спецоперации, а о местных каких-то проблемах, где он, ну, конечно, да, по ходу дела
сказал, что, не помню дословно, и, опять же, учитывая, что сейчас это сажает, не могу и не буду цитировать, но что-то сравнил с чем-то. Да? И ему дают 7 лет. 7 лет тюремного заключения. Да, понимаете? 7 лет. Он не то, что никого не убил, он не нанес никому никакого вреда. Да? Никто не пострадал. Нет никакой пострадавшей стороны. 7 лет. Теперь смотрим, опять-таки, кстати, к вопросу о том, кого берут. Берут сейчас, опять же, людей, которые имеют отношение к муниципальной кампании. Уже в данном случае взгляды, скажем, вообще, взгляды на спецоперацию, это второй вопрос, и 10-й вопрос. Главное, чтобы, скажем, в Москве независимые кандидаты не выступали на муниципальной кампании на выборах 11 сентября. И вот, пожалуйста, просто буквально за последние 3 недели. Михаил Лобанов, опять же, бывший кандидат от КПРФ на выборы в Государственную Думу, тех самых сентябрьских, был задержан, ему тоже предъявили, что, в общем, что-то непонятное, потому что, там даже путались они сами, что там, какие нарушения. 2 штрафа, отсидел в изоляторе в Мневниках, вышел, и все радуются, вышел и не был арестован на выходе, понимаете? Вот это вот удивительная ситуация. К чему мы вообще пришли? К чему мы радуемся? Мы радуемся, что когда отпустили, когда он сидел административное заключение, что его не арестовывают сразу. О, как здорово! Просто у нас теперь, видите, такая вот новая радость появилась. Тут же буквально Илью Яшина сажают. Он как раз сидел одновременно с Михаилом Лобановым. Илья Яшин либерал, кстати, он в последнее время подчеркивает, что он теперь левый либерал. Конечно, так сказать, поздравляем и радуемся. Но дело-то не в этом, а в том, что они еще там разговаривали с социалистом, коммунистом Лобановым через окно в изоляторе. Потом Лобанова выпустили, Яшина задержали снова, теперь ему сидит какой-то уже более серьезный срок. Сергей Рос, который баллотировался несколько лет назад в «Справедливой России», правда, сейчас не имеет отношения никакого, тоже сказал, что будет заниматься муниципальными выборами, выдвинулся. Это вообще анекдот, потому что его зарегистрировали, и такая радость, он еще пишет у себя в телеграм-канале, удивительная радость такая, меня все-таки зарегистрировали как кандидата на муниципальных выборах, и буквально там через полчаса уже другим человеком в его телеграме написано сообщение, Сергея Росса арестовали административно на 15 суток. И так далее, понимаете? То есть закон превращается просто в инструмент расправ, причем расправ даже не системных, идеологически-политических, как мы уже до этого говорили, а, так сказать, ситуационных. Занимаемся выборами, да? А как мы занимаемся выборами? А так занимаемся выборами, что просто возьмем и всех, кто выдвигается против нас, пересажаем. Выдвигают свои от КПРФ или от кого-то еще, независимо, неважно. Дальше, опять-таки, если вернуться к делу Кирилла Украинцева, то обратите внимание, что там же есть еще коммерческий интерес. Понимаете? Я, например, совершенно не исключаю возможности, что там, кроме политики, есть еще и заказ. Опять же, утверждать не могу, поскольку доказательств у меня нет. Но эти компании, которые занимаются как раз доставкой, они, в общем, сильно расстроены, потому что они-то попытались, как им сначала казалось, не безуспешно, просто обобрать своих сотрудников, то есть снизить им расценки, усилить уровень эксплуатации, повысить. И тут появляется профсоюз «Курьер», который, надо отдать должное Кириллу и другим товарищам, довольно успешно сопротивляется. Кстати, это не только мигранты. Там есть и, во-первых, есть мигранты внутренние с российскими паспортами, и есть просто, как ни странно, даже и москвичи есть у нас, я наблюдал в Москве. Мало, конечно, молодые люди, которые подрабатывают. Но в любом случае попытка усилить эксплуатацию натолкнулась на сопротивление. И через какое-то время власти сажают лидера, одного из лидеров профсоюза. На мой взгляд, там не исключен еще элемент и коммерческого заказа. То есть, иными словами, у нас репрессивные меры могут использоваться в том числе для решения каких-то вопросов, что называется, по бизнесу и так далее. То есть, иными словами, говорить о какой-то системе, о каком-то законе уже не приходится. Вернее, если система есть, она состоит в том, что произвол возводится в систему.
И с этим, конечно, надо бороться, тут, ну, нельзя это оставлять так. Спасибо большое, Борис Юрьевич. Читаю комментарии на нескольких каналах, которые ведут трансляцию. И вот интересный комментарий был, что как при царе Горохе народ всегда виноват, а законы защищают буржуев. Дорогие зрители, не стесняйтесь писать комментарии. Все, что вы думаете, все, что считаете правильным, все, что считаете неправильным, обо всем пишите. Упоминали о том, что на заставке были имена упомянуты. Это имена тех преследуемых людей, которых наиболее ярко освещали в медиа. И вот в комментариях также люди писали, что вот забыли про депутата Самсонова из Владивостока, допустим. Если вы считаете, что вот про какое-то важное дело мы не рассказываем, но его нужно знать, или вот из вашего региона, из вашего города, поселка кого-то преследуют по политическим мотивам, опишите, пожалуйста, в комментариях эту историю, чтобы все знали, чтобы мы знали, наши редакции знали. И хочу сказать вам, нужно поставить лайк, нужно поставить подписку под канал, который вы сейчас смотрите, потому что важно это для распространения новостей в дальнейшем. И отправляйте ссылки на эфир всем своим близким, друзьям, коллегам. Подписывайтесь на другие каналы, которые входят в нашу группу каналов, создающую проект «Страна огромная». Это Спецлайф, Рабкор, Сергей Королев, Пульс Приангария. Также другие региональные каналы: Байкал-Инфо, Иркутская правда, про Ленск, как у нас канал называется? Скажите, пожалуйста. Общественный контроль, город Ленск, это уже Республика Саха-Якутия. Красный Коннект, также из Республики Саха-Якутия. И Товарищ Магадан. Те каналы, которые вместе с нами создают наш проект. А сейчас я хочу передать слово дальше в студию в Москву. Телеканал Спец. Да, спасибо, Антон. Спасибо, Антон. Перехватываем на тебя инициативу. Ну, что сказать. Мы обсуждаем такую вещь, но мы забываем, наверное, может быть, классиков, того же самого Ленина, который сказал давным-давно, что государство есть машина для поддержания господствующего класса, одного класса над другим. Господство одного класса над другим. Вот поэтому, на мой взгляд, сейчас что происходит? Ну, вот кооператив «Озеро», который захватил русскую землю, в общем, он как бы поддерживает господство вот участников этого кооператива. И на фоне того, что он схлестнулся с очень серьезной западной корпорацией, можно сказать так. Мне бы хотелось, наверное, сейчас задать вопрос Антону Фургалу, как сейчас там происходит процесс над его отцом Сергеем Фургалом. Какие новости, как вообще, что там сейчас происходит, Антон? Доброго времени суток. Ну, давайте я начну, наверное, с самого начала, хронологию событий. 2 года назад моего отца арестовали. И каждый канал, ну, естественно, сами понимаете, какой, говорил, что у следствия есть неопровержимые доказательства вины Сергея Фургала. Прошло 2 года. Ни одного доказательства не было представлено в суде. Отец мой был неординарной личностью. Сначала он был депутатом Краевой думы, депутатом Государственной думы, потом стал губернатором и в 2019 году получил первую форму секретности, чтобы смотреть документы совершенно секретно, точнее работать с ним. О чем это говорит? Когда он баллотировался в Государственную думу, его проверяли все структуры. Его, семью, близкое окружение, всех. Он был кристально чист. Стал губернатором. Опять же, когда он подавал документы, его проверяли опять же все эти структуры, включая даже налогов. Он был опять же кристально чист. Когда ему дали возможность знакомиться с документами совершенно секретными, опять же его все проверяли. И у меня такой вот небольшой вопрос. Если все года он был кристально чист, откуда взялось это уголовное дело на него? У меня только один вывод. Его просто сшили белыми нитками.
Даже я припоминаю один момент был, когда Владимиру Владимировичу Путину на одной из конференций был задан вопрос, а именно, как вы оцениваете работу Сергея Фургала? На что он сказал, что он его оценивает, и оценивает его работу. Хорошо, он был честным политиком, он исполнял все поручения, и все было хорошо. Вот я даже сам по себе знаю, он никогда не шел против политики государства. Никогда. А закрыли его просто нечистые на руку бизнесмены и политики, которым он запретил воровать. Как только он стал губернатором, на первой же своей конференции он сказал, с этого дня у нас никто не ворует. Он мне дома потом рассказывал свои мысли после этой конференции. На него люди посмотрели так дико, они не ожидали, что придет такой губернатор, который запретит всем воровать и выгонит всех из кормушки. Он говорит, на глазах у них читалась одна надпись. Ты здесь ненадолго. И он дополнил свой рассказ. Я здесь буду ровно до того момента, пока мне это позволит. Но сейчас в его деле есть и переломный момент, то есть и хороший. Один из, как сказать даже, потерпевших отказался полностью от иска в 200 миллионов и отказался участвовать в деле. Потому что он посмотрел и переосмыслил. То, что говорит следствие, оно никак, как же правильно выразиться, то, что навязывало следствие, он не хочет играть в их игры. Вот, грубо одним словом скажу. А дело в чем? Гараж 3/5. По версии следствия, в этот гараж залетает граната и взрывается. Граната была РГД-5. Потерпевший остался целый, не получил даже контузии. Автомобиль остался целым. Ну, естественно, факт налицо, что пытались пришить просто вот эту статью Сергея Ивановича. Но что хорошего с этого? То, что сам Смольский решил отказаться и помочь Сергею Ивановичу. Это первое. Сейчас рассматриваются в суде показания Ларисы Зориной. По версии следствия, ее муж был убит, а заказчиком был Сергей Иванович. Сейчас расскажу, как это было. В начале 2000-х мой отец был начинающим бизнесменом. Купил ангар на обанкротившееся предприятие. И Евгений Зорин купил все полностью предприятие. Ангар стоил 240 тысяч рублей на то время. Евгений Зорин купил полностью весь завод. Их обманул конкурсный управляющий. А именно, он продал один и тот же ангар 2 раза, после чего у моего отца с Евгением Зориным начались суды. 7 раз отец не мог выиграть суд. На 7-й раз он выиграл суд и продал ангар. Все. И после этого прошло около полугода, точно не помню, Евгения Зорина убивают и вешают организатором моего отца. Но там есть маленькая поправочка. По версии следствия, отец заплатил за убийство Зори 30 тысяч долларов. А цена вопроса по ангару всего 240 тысяч рублей. То есть это никак не вяжется. Это еще одно доказательство, что следствие просто шьет это уголовное дело. Всех тех, кого закрыли вместе с отцом, всех фигурантов, на протяжении 2 лет пытают и просят только одного. Дай показания на Сергея Ивановича и пойдешь на арест. Но, слава Богу, что все люди умные, все люди мудрые,
никто не дает никаких показаний и не хочет просто лгать. Поэтому могу подытожить. Моего отца посадили просто за то, что он не давал мелким чиновникам и бизнесменам, а наводил порядок. За это он страдает. У меня все. Спасибо большое, Антон. Связь не очень хорошая. Да, ну мы поняли, да, поняли. Ну что, Антон, который вот в другой студии, может быть, мы давай дадим сейчас слово тогда Сергею Георгиевичу Левченко. И Вот, он пришел, минуту. Я думаю, давайте вот ситуацию с Сергеем Ивановичем Фургалом подробнее сейчас разберем, тоже обсудим. Давайте, да, ее обсудим. Да, давайте ее обсудим. Так. А потом в конце у нас и будет, наверное, общий момент, после того, как еще Сергей Георгиевич расскажет вообще, что в этом всем общего. У нас есть на самом деле заготовка от самого Сергея Ивановича Фургала, широко, особенно по левым каналам это еще не расходилось. Мы сделали небольшую нарезку из выступления Сергея Ивановича в суде. Там есть интересные мысли на 9 минут, но давайте послушаем. Здравствуйте все присутствующие, Ваша честь. Конечно же, я полностью поддерживаю ходатайство своих адвокатов, но от себя хотел бы сказать следующее. Конечно же, Ваша честь, сейчас идет суд не о продлении никакого ареста на имущество, и это все не имеет никакого значения. Хроника событий просто такова. Возбуждается уголовное дело, рейдеры из Москвы, Бальский из компании и Гришка Фрейнинг, который пострадавший стал по следствию, занимаются рейдерством в Хабаровском крае, забирают имущество, соответственно, договариваются с нашим доблестным следствием. Я не знаю, как они договариваются, это будет решать уже другие структуры, другие органы. Коррупционная эта составляющая или другая, я не буду сейчас останавливаться, но я хочу сказать другое, Ваша честь. Если посмотреть на это дело, то все становится ясным и понятным. Наше доблестное следствие заявляет, что Фургал Сергей Иванович создал УПС. А я предлагаю посмотреть на людей, которые сидят в клетке, которые сидят сегодня в камерах. Понимаете? Это простые работники, бухгалтера, начальники службы безопасности, финансовые директоры, начальники участков, которые проработали десятки лет в компании. Десятки, я подчеркиваю, лет, Ваша честь. Которые честно проработали, которые платили налоги, которые кормили свои семьи, которые любили свой край, которые верили в какую-то там справедливость, которые думали, что Следственный комитет и прокуратура их защищают. И вдруг они все стали, заметьте, все до единого стали членами ОПС, которую организовал ни мало ни много губернатор Хабаровского края. Ну, Ваша честь, я бы попросил хотя бы какого-то элементарного уважения ко мне. Да даже не ко мне, а к тем людям, которые за меня проголосовали. Я прошу элементарного уважения, уважаемые наши силовые структуры. Ведь вы же получаете зарплату за счет их налогов. Что же вы творите-то, а? Зачем же вы так опускаете вашего губернатора? И наше доблестное следствие заявляет, украли 3 миллиарда. А я хочу задать вопрос, а где эти 3 миллиарда? Вот сидит 12 человек, вы арестовали их имущество, какую-то квартиру в ипотеке, машину, купленную 10 лет назад, туфли, ружье и все остальное. А миллиарды-то где? А у Бальского получается так. За десятки миллионов долларов офис ввода Кремля, дом за десятки миллионов долларов, чартерные самолеты, и все хорошо, а он у вас даже не проходит свидетелем. Не то, что нам обвиняем свидетелем. А давайте зададим вопрос. Если они украли все имущество, а кому принадлежит это имущество? Опа, и опять получается, имущество принадлежит Бальскому, имущество принадлежит Фрейнину, и еще одному деятелю, который там исполняющий директор завода, являясь
заработанное добыто преступным путем. Какое имущество? Какое имущество? Квартиры или ипотеки? Ружье, которое было куплено в 99 году? Или машина втородубовой? И до этого я сейчас еще дойду. Про какое имущество мы говорим? А это делают с одной лишь целью. Первое. Скрыть преступления, совершенные Пальским, Мюстрюковым и компанией вместе со следствием. Именно, я настаиваю, совершенное преступление. Следствие умышленно совершало преступление. А второе, это надавить на людей с целью создания ситуации, когда им не остается выхода, как себя оговорить. Вот две цели и задачи, которые преследуют следствие. Возбуждая так называемое дело по 210 статье, по мошенничеству и по всему остальному. Ваша честь, на сегодняшний день нет ущерба никому. Его просто не существует. Потерпевшими признаны Фрейдин Григорий. Непонятно, как он вообще стал потерпевшим, но тем не менее он стал потерпевшим. И потерпевшим признана английская компания, точнее даже не английская компания, а юрист от английской компании по доверенности. Это уже где-то за гранью, но тем не менее, я внимательно смотрел документы. И у меня возникает вопрос. Господа следователи, вы на кого работаете? Вы для кого работаете? Для чего? Вы работаете сегодня на английскую разведку? Точно. Вы работаете сегодня на дестабилизацию политической ситуации в Хабаровском крае? Вы наплевали на мнение тысяч, сотен тысяч людей? Конечно. Вы разрушаете основу основ. Ведь предприятия работали в течение 17 лет, платили налоги, платили зарплаты, участвовали в жизни Хабаровского края, и в один момент рочерком пера какой-то следователь принес судье бумажку, которую судья не удосужился даже проверить, прочитать. И в одним рочерком пера выкинули на улицу тысячи людей. Обанкротили и закрыли десятки предприятий. Эти люди сегодня ходят без работы, а у многих там и кредиты, ипотечные кредиты и так далее, и так далее, и так далее. Вы забрали у людей последнее. Вы арестовали квартиры, машины, и там несчастные деньги, там у кого 100 тысяч рублей, у кого 200 тысяч рублей, на которые они кормили семьи. И вы после этого гордо носите название следователя Следственного комитета. Или там прокурор прокуратуры Хабаровского края. И вы думаете, что вот это все можно творить, и за это ничего не будет? Да нет, уважаемые коллеги, очень сильно ошибаетесь. В погоне, я не знаю, там, за звездами, или за должностями, за деньгами, не знаю, зачем вы там боретесь. Подружное улюлюканье посадить губернатора, вы начали разрушать вообще весь Хабаровский край. Я еще раз подчеркиваю, 25 октября ко мне пришел следователь Ливанчук без адвокатов. Точнее, 24-го без адвокатов, а 25-го уже с адвокатами. И только тогда мне статус подозреваемого, меня даже ни разу не допросили, не провели ни одного следственного мероприятия, не сделали ни одной экспертизы, ничего, от слова ничего, и сразу ушли на 217. Это говорит о чем? О том, что просто дело, просто взято и на клиенте написано. Но при этом почему-то происходит арест имущества третьих лиц, выписывают пенсионеров и инвалидов, это ухудшение здоровья. Кто за это будет отвечать? Ваша честь, здесь самое страшное и самое серьезное в этом деле, что исследователь и прокурор все прекрасно понимают, что они творят. Они все знают, что они делают. Отсюда и вот такая вот начинается игра. Давайте приложим там обвинение 29 ноября. А инкриминировалось тогда. Господа, прекратите. Прекратите издеваться над людьми. Прекратите держать людей в следственном изоляторе. Прекратите, вы оставили, детей без родителей оставили. Ведь у вас сегодня в СИЗО по вашей милости сидят люди, у которых дома находятся дети-инвалиды, мужья-инвалиды.
которые не имеют средств существования. Вы что делаете? Вы людей лишили работы. Вы людей вообще лишили веры в справедливость. А это хуже, чем работа. Вы показываете сегодня всей стране и всему миру, что вы можете творить беззаконие, и вам за это ничего не будет. Сомневаюсь. Я очень сильно сомневаюсь, что вам за это ничего не будет. Представляете официальную позицию государства. Прекратите нарушать закон. Прекратите себя вести как непонятно кто, непонятно на какой территории. Вокруг вас живут люди. И государство вам дало право расследовать и надзирать, именно дало от имени этих людей. И вы подумайте над моими словами. Так, и существовать это так долго не может вообще. Поэтому я прошу отменить данное постановление. Сразу хочу сказать, что качество связи, точнее качество записи обуславливает то, как вообще работает суд, как он позволяет работать журналистам и так далее. Видеозаписи делать нельзя. Аудиозаписи организованные, чтобы это все качественно было, тоже никто делать не позволяет. То есть как журналист может записать там на диктофон, на телефон, так вы это и слышите. То есть со всеми людьми рядом разговаривающими, со всеми шумами и так далее. Реальная работа журналиста в суде, она имеет дело вот с такими аудиозаписями. Вот, ну, очень пламенная речь и мысли очень-очень глубокие. Я думаю, они во многом раскрывают всю ситуацию и очень много общего с тем делом, которое есть у нас здесь в Иркутске. Сергей Георгиевич, вот там бывший губернатор, вот как говорит Антон, заявил, что вот нельзя воровать. И из-за этого все пошло-поехало. Я сам, как житель Иркутской области, могу сказать, что очень многому беспределу, беззаконию и воровству, вот, в частности в лесной сфере, очень много других сфер, да, где просто пресекали воровство, бандитизм. Точно так же есть мнение, что и из-за этого в Иркутской области тоже все началось, опало на вас, и все закончилось на текущем моменте делом против Андрея. Как сейчас дело с Андреем обстоит? Я бы хотел начать, спасибо, Антон, с того, что люди правы, когда пишут в комментариях, что мы не всех отразили в заставке, не все фамилии. К сожалению, сегодня такой период настал в нашей истории государства, что если бы мы всех людей, которых несправедливо репрессируют, садят, значит, преследуют, записали, не хватило бы не только всей площади нашего экрана, а пришлось бы очень длинный список, который, вы знаете, бывает, мелькают на экране, каждого человека, значит, указывать, и тогда бы, наверное, мы просто не смогли сосредоточить внимание на нескольких человеках. Поэтому вы правы, людей, которых преследуют сегодня, очень много в нашей стране. И неважно, значит, левые они, правые, неважно, какой партии они принадлежат. Но вот что касается Сергея Ивановича Фургала, которого я хорошо знал и по деятельности в Думе, и потом вместе работали губернаторами, он много раз ко мне подходил, я несколько раньше стал губернатором и, значит, спрашивал, там, как, в каких случаях поступать, и было видно, что он пользуется очень широкой поддержкой. Было видно, что на фоне многих так сказать, подобных должностей в Российской Федерации он выделяется тем, что он действительно последовательно боролся с тем непорядком, который был и сейчас, к сожалению, есть в Хабаровском крае. То же самое и в Иркутской области, то же самое и с рядом территорий, где пришли к власти члены оппозиции, и сегодняшнему правящему режиму стало страшно, что за последнее время, начиная с 2015 года, с моих выборов,
все больше и больше стало избираться людей на разные должности, в том числе и губернаторов, где стало видно, что у представителей оппозиции получается навести порядок. И они этого страшно испугались, вот приняли эти меры. У Антона отца, значит, арестовали, у меня сына арестовали и так далее. То есть самая главная опасность, самая главная задача, которая есть у правоохранительных органов, это удержать сегодняшний правящий режим любым способом, в том числе и значит, вот такими неправедными, незаконными способами. И знаете, ситуация типовая. Типовая, дело в том, что сегодняшней правоохранительной системе совсем не нужно доказывать и не нужно искать истину. Ведь каждый нормальный человек, наверное, думает, что сегодня в суде, сегодня в правоохранительных органах люди должны заниматься установлением закона, наведением порядка и поиска истины. Вот то, что сказал сейчас Сергей Иванович, то, что сказали наши другие товарищи, это абсолютно другое, чем происходит в правоохранительных органах. Вот Сергей Иванович заявил, значит, мы можем говорить там о Бессонове, которого, как вот много раз говорил лидер нашей партии, о том, что есть видеозапись, он там находился, так сказать, во время политического протестного мероприятия и ничего не, так сказать, не делал с точки зрения какого-то рукоприкладства или физического воздействия. Есть видеозапись, но человека прессуют, так сказать, и человек находится, значит, в эмиграции, в бегах для того, чтобы, значит, ему там не дали, не знаю, сколько там в таких случаях дается, там, наверное, 10-15 лет. Якобы он там у кого-то пуговицу оторвал. Да он даже не прикасался, как говорится. Но, тем не менее, для наших правоохранительных органов, для всех структур, которые занимаются неправедной защитой сегодняшнего правящего режима, это не довод. Мало ли, что там показано, заснято и так далее. То же самое сегодня и по Андрею происходит. Но много раз следствие запрашивало продление Андрея, находящегося под арестом, в басманном, так называемом, правосудие, которое уже нарицательное имя басманное правосудие, о том, что якобы свидетели обвинения, там, работники фонда капитального ремонта, заявляли на следствии, на допросах о том, что Андрей на них может влиять. Но прошли все свидетели обвинения, там их 84 человека, ни один из них не подтвердил, что, значит, он заявлял о том, что Андрей на них может влиять. 90% сказали, они его в глаза не видели, Андрея. И что теперь должен был сделать суд? Потребовать возбудить уголовное дело против тех, которые пытались фальсифицировать это уголовное дело. Идем дальше. Значит, тогда, когда, значит, так называемые экспертизы, которые на самом деле никакими экспертизами не являлись, значит, являются, так сказать, не затребуют необходимые документы. Даже судья уже сказала, да, я теперь сама уже понимаю, что вот требуется экспертиза именно по этим документам. Значит, так называемые эксперты этих документов даже не запрашивали. Что должны были сделать в таком случае во время судебного разбирательства, судебного следствия? Значит, дать поручение для того, чтобы наказать или там возбудить уголовное дело по поводу тех, кто пытался сфальсифицировать это дело. Потом вот точно так же, как и Сергей Иванович сказали, потом один из обвиняемых заявляет о том, что представитель правоохранительных структур у него добивался, чтобы он оговорил, дал ложные показания на Андрея. Говорил, что ты нас не интересуешь. Вот дай на него ложные показания, и мы тебя отпустим. Он говорит, я его в глаза не видел. Как я могу человека оговаривать? Ну, значит, сел тогда с ним рядом на скамью подсудимых. То есть там происходит такое количество фактов, по которым, значит, наша судебная система должна была давать поручение возбуждать уголовные дела или разбираться, а они не собираются этого делать. Вы знаете, на любой довод, на любое, так сказать, обоснование специалистов они говорят необоснованно, неосновательно, необоснованно. У нас что, таким образом, значит, достигается, значит, разбирательство и какая-то истина ищется? Они боятся, значит, чтобы на суде шло обсуждение двух сторон, защиты и обвинения.
Ни разу этого не происходило для того, чтобы сторона обвинения хоть что-то попыталась обосновать или, значит, так сказать, объяснить, а почему же, собственно, вы, значит, такое следствие проводите, где арифметические ошибки, где у вас нет документов, где, значит, 3 варианта, значит, ответов, и вы выбираете по какой-то причине один там из документов и так далее, и так далее. Значит, слушайте, там во время этого судебного следствия надо было бы давать 10 поручений для того, чтобы возбудить уголовные дела на то, которые пытаются это дело сфальсифицировать. Ну и последнее, может быть, там по времени. 84, значит, свидетеля обвинения были заслушаны. Никто их не прерывал, они говорили все, что нужно. Некоторых свидетелей, значит, приглашали по 2-му и по 3-му разу. И все в порядке. Все в порядке, тут никаких вопросов нет. Как только свидетелей защиты перевалило через 10, не 84, через 10 человек, сразу же в суде вы тянете время, значит, ваших экспертов не принимаем, свидетелей нам не нужно, значит, и вообще заканчиваем, так сказать, весь этот процесс. Это так поиск истины находится в правоохранительных органах? Нет, конечно. То есть, значит, там нечего сказать обвинению, поэтому в дискуссию они не вступают. Пользуясь тем, что, значит, так сказать, судебное производство полностью на стороне обвинения и только выстраивает, как бы сделать так, чтобы получше, так сказать, обосновать это дело все. Ну и понятно, что это, значит, политический заказ. Вы знаете, вот я после того, как вот познакомился с этим вот проведением этого процесса, я бы так сказал, я увидел, что это просто явное злоупотребление властью. Это первое. Второе, это недобросовестность. Недобросовестность, значит, поиска истины, ее нет как таковой. Недобросовестность со стороны, значит, обвинения, которое не собирается, значит, ничего доказывать в суде. Ничего не собирается. Они на отшиб работают, и, так сказать, суд их поддерживает. Ну и, конечно, это же явная коррупция. Явная политическая коррупция, потому что, значит, если, значит, правоохранительные органы вместе с властью, так сказать, занимаются тем, что репрессируют, значит, тех, кто не согласен с сегодняшним правящим режимом, левый, правый, неважно, относящийся к любой партии там, или к любому общественному движению, это явная коррупция. Поэтому Сергей Иванович прав, я об этом давно говорю. Не надо считать, те, кто вот занимается этим неправильным делом, что у вас 9 жизней. Не считайте. Не считайте, потому что этому правовому беспределу все равно придет конец. И скоро. Спасибо большое, Сергей Георгиевич, за такое эмоциональное, наполненное жизнью выступление. Игорь, я знаю, что у вас есть вопрос. Да. Ну вот, в дополнение к тому, что сначала я сказал, да, о законе, сейчас вот меня обожгла мысль, что 2 последних случая, это, ну, конечно, понимаете, они даже не совсем политический уже оттенок имеют. Ведь, собственно говоря, за что преследуют Фургала, а вот в случае семьи Левченко, это наиболее подлый подход, конечно, когда за отца страдает сын, когда лепят дело на сына. Но в обоих случаях, по сути, 2 губернатора, которые пресекли воровство, деятельность которых была связана с борьбой с криминалом, по сути. И в данном случае криминал побеждает причем политически побеждает криминал. Вот. Очень сложно комментировать это. То есть здесь вот закон перевернут, дважды, трижды перевернут. О том, чтобы дело шито, тут даже и не надо быть специалистом. Вот. Ну и, как выясняется, и бессмысленно быть специалистом. Потому как право молчит.
право бездействует. Ни юрист, ни адвокат здесь не справится. Хотелось бы напомнить, в свою очередь, что когда Светлейший приехал в Москву, он был фигурантом аж по 3 делам. Это тоже факт. Очевидно, оттуда все это идет, оттуда. Мне сложно задавать вопрос, вот после того, что я услышал. Хотя есть один. Сергей Георгиевич, я бы попросил вас дополнить, ведь, насколько я знаю, там дело близится к развязке. Они уже обозначили срок, прокурор уже определил срок. Я, честно говоря, вот мы с Антоном говорили, я когда узнал, у меня немножко в голове перемешалось. Вот можете пару слов сказать об их аппетитах, сколько они хотят влепить, какие перспективы за то, что у него отец честный губернатор. Вот можете сказать тот срок, что там захотел прокурор? Я думаю, что прокурор, выступая и защищая позицию обвинения, конечно, говорит от имени нынешнего правящего режима. И ему нужно столько запрашивать, чтобы вывести из политической борьбы, из политики тех людей, которые для правящего режима наиболее опасны. Вы знаете, когда, значит, прокурор высказал свою точку зрения и сказал, что Андрею нужно, значит, дать 10 лет, там, генеральному директору 9, там, другим, значит, еще меньше. Вот. Значит, конечно, это был шок для всех тех, кто был в зале, и затем стало шоком для всех тех, кто об этом узнал, там, политиков, общественных деятелей. Ко мне за это время, после этого заявления прокурора, подошло в разных, так сказать, за эти дни, в разное время, там, в разных местах, наверное, человек 25, значит, представителей Единой России. Одни, значит, комментировали это дело матом. Другие говорили о том, что они что там с ума посходили, что они там убийцы какие-то. А вот такой примечательный случай, что, значит, вот фонд капитального ремонта, который пытаются, значит, сделать тем, кто пострадавшая сторона, вот все 3 года, пока шло следствие и вот сейчас судебное разбирательство, значит, на голубом глазу сторона обвинения говорила, что, знаете, там есть ущерб у этой организации 185 миллионов. Никто никогда со стороны обвинений не смог обосновать эту цифру. И вдруг, вот буквально 3 дня назад, после того, как 3 года прошло, значит, так называемый, в кавычках, пострадавший говорит, нет, не 185, 55. Слушайте, вот эти вот игры, значит, с цифрами, там, с бухгалтерией, что 3 года они считали 185, а теперь 55, которые тоже объяснить не могут. При этом ни одной копейки никто в карман не положил. При этом, значит, организация, которую сегодня обвиняют, она смонтировала лифты, несколько сотен лифтов, которые за эти 3 года, пока идет следствие, сначала следствие, теперь судебное разбирательство, перевезли более 50 миллионов человек. И нет ни одной рекламации за это время. Значит, не заработали ни одной копейки. Значит, последний 4-й контракт выполнили за свои деньги. Слушайте, какое здесь мошенничество? По самым низким ценам в Сибири и, значит, не получили ни одной копейки, а наоборот за свой счет сделали эти лифты. И сделали огромную работу, нужную для людей, потому что те лифты, которые они поменяли, они уже исчерпали свой нормативный срок, и уже было опасно людей там возить. Если это сегодня преступление, на мой взгляд, это преступники как раз те, которые ему шьют это дело, и им шьют это дело. Поэтому, конечно, Игорь Михайлович, значит, я, так сказать, хочу вам сказать, что мы сегодня, вот все здесь, кто и в студии, значит, и многие
люди, которых я видел за это время, которые говорили, что, ну слушайте, вот этот правящий, вот этот, значит, правоохранительные органы сегодня оказывают медвежью услугу, значит, правящему режиму. Потому что после вот этих всех дел, после этих всех обвинений, когда там 10 лет, 9 лет, значит, дали или пытаются давать людям, которым ордена и медали надо вешать. За то, что они сделали такую серьезную государственную задачу, значит, безопасность обеспечили, бесплатно, значит, лифты сделали. И ни одной копейки в карман не положили. Ни одной. А признают почему-то пострадавшими там другую сторону. Действительно, им не нужна честная работа по наведению порядка. Им, этой власти, не нужно, чтобы, значит, было пресечено воровство. Мало того, они очевидно на этом живут, очевидно на этом питаются. А как иначе объяснить, что они сегодня защищают криминал, а по сути дела, значит, пытаются, значит, репрессировать нормальных людей? Они хотят, чтобы у нас их, значит, вообще в России не осталось нормальных людей, нормальных руководителей. Ошибаются. Это их не будет. Их не будет, потому что страна не может долго с этим мириться. И я еще раз возвращаюсь. Значит, показывают, кто для сегодняшнего правящего режима опасен. Опасны не криминал, не убийцы, не те, которые, так сказать, значит, у людей что-то воруют. На здоровье. Всем этим делом занимаетесь. А те, кто хорошо работает, те, которые показывают пример, те, которых поддерживают люди, и которых потом избирать будут, а будут обязательно избирать тех, кого сегодняшний правящий режим преследует. Неважно, сколько они там будут дел давать. Значит, вот я теперь заканчиваю, когда объявил прокурор свои, так сказать, рекомендации суду. Была тишина, Андрей усмехнулся и во всеуслышание сказал: интересно, а почему не 25 лет? Поэтому он прекрасно понимает, что кто для сегодняшнего режима опасен. И сколько они могут давать, там 10, 20, 30, 100 лет, для того, чтобы устранить людей, которые, значит, у людей вызывают уважение. Андрей 10 лет избирался депутатом разных уровней, 10 лет подряд. Он пользуется авторитетом. И после того, как вот сейчас, так сказать, к нему таким образом поступает, его авторитет будет гораздо больше. Неважно то, что вы будете пытаться его, значит, посадить в тюрьму. Все равно, значит, все эти неправедные вещи кончаются. Даже Черчилль в свое время говорил о том, что одного человека можно обманывать долго. Весь народ можно обманывать короткое время. Но долго обманывать весь народ невозможно. Не обманете уже через некоторое время. Судя по всему, скоро мы увидим, как парламентским большинством будет принята поправка о том, чтобы предусмотреть в Уголовном кодексе наказание за порядочность и честность. Ну, уважаемые гости, я бы предложил все-таки перейти к какому-то обсуждению и понять вообще, что происходит, что общего, что разного. Сергей Станиславович, я хотел бы вам задать вопрос. Как вы думаете, вот вы как человек, на себе переживший политические преследования, как вы думаете, есть ли в данных делах надежда на правосудие, надежда на законность, надежда на справедливость? Или, как любые политические дела, у них есть определенная предрешенность? Ну, вы знаете, конечно, безусловно, нужно бороться до конца за освобождение, за смягчение приговоров всем вот нашим товарищам. Но если говорить откровенно, сегодня правящий режим вошел в такую абсолютно репрессивную стадию. И ожидать, к сожалению, что будут серьезные послабления в ближайшее время, ну, на мой взгляд, не приходится. Я очень надеюсь, что по отдельным вот делам, как раз в первую очередь вот по Андрею Левченко, все-таки возобладает здравый смысл, потому что, ну, сегодня явно прослеживается тенденция на зачистку такой либеральной оппозиции. И, кстати, скажу честно, среди них немало отъявленных негодяев,
которых я сам бы посадил, вот будь моя воля. Не буду сейчас фамилии называть. Поэтому сегодня время очень сложное, диалектическое, нельзя вот черно-белые такие акценты расставлять, кого-то и нужно почистить. В нашей стране всякой мрази под прикрытием оппозиции развелось очень много. И скажу честно, без них-то дышать гораздо легче. Но параллельно, как всегда, к сожалению, лес рубит, щепки летят, попадают в эти жернова и абсолютно порядочные патриоты. Вот сегодня идет война, давайте скажем откровенно, и кто сегодня хочет поражения в своей стране, они не имеют права, я считаю, не имеют права вообще рот свой открывать. Говорю откровенно, это конченая сволочь, потому что как мы не относились бы к режиму Путина, но сегодня под угрозой вся Россия, и это надо четко понимать, это первое. Но когда под эту сурдинку сажают патриотов, вот как Андрей Левченко, как Кирилл Украинцев, другие представители левопатриотических сил, вот это ни в какие ворота не лезет. И надо сегодня это объяснять и власти, и силовикам, и в Госдуме, и где угодно. Глядишь, до разума достучимся. Если не достучимся, то тогда, к сожалению, в краткосрочной перспективе Россию ждут темные времена, а дальше не знаю, возможно, какие-то революционные события, но об этом пока преждевременно говорить. Поэтому вот такой мой прогноз. Легкой жизни ожидать не приходится. Мы вошли в фазу затяжной войны, гайки будут закручиваться, инакомыслие будет подавляться. И здесь надо всем нам это осознать и, ну, наверное, максимально сплачиваться. В первую очередь левопатриотам. Левопатриоты – это основа сегодня оппозиции. Все остальное это, ну, как бы не имеет сегодня перспектив никаких в России. Левопатриоты должны сплачиваться, усиливать свою консолидацию и на выборах грядущих, и на улицах, там, где это возможно, и в информационном пространстве. Больше опереться сегодня России не на кого. Если задавит и левопатриотов, тогда здесь установится диктатура. Насколько, я не знаю, но, возможно, довольно надолго. Да. Можно мне? Да. Можно. Я не могу не отрефлексировать. Я понимаю твои эмоции, Сергей, но не прокомментировать не могу. И сажать, и затыкать рот надо по закону. С честным следствием, открытым судом, в последовательном, ясном законе. А вот с политическим оппонентом, опять же, рот надо затыкать в открытой полемике. Вот. Для этого должна быть и трибуна, и возможность. Я понимаю твои эмоции, но здесь немножко, собственно говоря, и то, что Россия сейчас под угрозой, опять же, в наибольшей степени заслуга ныне правящих. Это тоже надо отдавать себе отчет. Не мог не отреагировать, Сергей. Я понимаю твои эмоции, я все понимаю. С тобой эта публика многократно несправедливо обходилась. Но здесь мы должны удерживаться все-таки в каких-то рамках. Закон, правила – это основа государства, по крайней мере, цивилизованного государства. На сегодняшний день закон превратился не просто в тряпку, я даже не знаю, с чем это сравнить. Вся правовая система порушена, суд порушен. И когда люди говорят о реформе, я, честно говоря, даже не очень понимаю, что за этими словами. Понимаешь, если за реформу принимать, вот всех их разогнать и новых назначать, вот, то какая реформа? Все должно измениться, все должно быть измениться. Вот. Короткая реплика, если можно, реплика, буквально 30 секунд. Да, я, Игорь, прекрасно тебя понимаю, я просто очень хорошо знаю изнутри всю нашу оппозиционную среду, и когда я говорю, вот это не эмоции, это объективно, что некоторых надо реально чистить. По закону, не по закону, реальные враги России, понимаешь, есть среди оппозиционеров реальные враги России, которые хотят ее расчленить, уничтожить, прикрываются демагогией всякой. Я считаю, сейчас хороший момент их убрать из политической жизни, и это на благо стране пойдет. Ну вот, соглашайтесь со мной или нет. Вот. Поэтому здесь надо и смотреть на все это диалектически, и не растекаться здесь на таких вот эмоциях, а просто думать, как нам всем дальше вот консолидироваться и сохранить вот это ядро левопатриотических сил. В этом надежда России. Вот.
Все остальное это все пораженцы, компрадоры и предатели России. Если они даже здесь к власти прорвутся, да будет еще хуже, будут 90-е годы. Вот сегодня момент. И надо обращаться во власть, и я считаю, может быть это иллюзия, но я считаю, нужно обращаться во власти к тем здравым элементам, которые тоже хотят вот такой самостоятельной, независимой, сильной России, а не России под игом Запада. Вы 30 лет жили под игом Запада. Сейчас шанс от этого ига избавиться. И это вот самое главное, что сегодня нужно понимать во всех наших дискуссиях. Все, поэтому вот только об этом я и хотел сказать. Можно? Да. Ты хочешь сказать что-то хочешь? Меня просто... Ну, просто мы вот еще Борису Юрьевичу Королевскому не давали слова давно. Вот я и хотел, быть, да, я вот и хотел вас спросить. Борис Юрьевич, вот тоже как бы вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как вот в этой ситуации все-таки бороться за свои права? Возможно ли это? Потому что вот на мой взгляд, то, что сейчас происходит, это, конечно, да, это дикость, как судят людей. У нас же, по сути, два типа, да, осужденных. Это вот криминал, получается, и политические заключенные. И вот сейчас политические становятся все больше и больше. Но мы же понимаем, что там во власти безудержная коррупция. Мы же понимаем, что там во власти сидят барыги, коммерсы, те люди, которые распродают страну уже много лет. То есть, ну, по сути дела, судить-то нужно их. Но сейчас ну, люди это понимают, но ничего сделать не могут. И хотя бы сейчас защитить тех политических активистов, которые выступают на позиции национал-патриотов, на позиции, опять же, социализма. Хотя бы их защитить. Возможно ли это сейчас как-то делать? Вот в условиях спецоперации, войны и всего остального. Ну, давайте прямо скажем, что никого в рамках этой практики и этого порядка защитить нельзя. И делить, что вот эти вот ребята хорошие, патриотичные, их зря сажают, а эти непатриотичные, их правильно сажают. Ну, понимаете, а кто решает? Владимира Ильича Ленина тоже, как известно, иностранным агентом и немецким шпионом обзывали. И пораженцем, между прочим. Да? Вот Владимира Ильича Ленина, между прочим, по этому критерию, который сейчас обозначен, заперли бы, сейчас закрыли, ну, минимум на 7 лет, а может на 10-15. Это гарантированно, 100%. То есть вообще без вариантов. То есть Владимир Ильича, вот за любую его статью, сейчас считайте любую его статью, 14 по 17 год написано, и, ну, смотрите, какие сроки полагаются за это сейчас по нынешним практикам. Вот. Теперь другое, понимаете, когда говорят о поражении. Кто ведет страну к поражению и приведет, между прочим, страну к поражению, что самое ужасное? Приведет. Вот именно нынешний режим. Они это затеяли, они это устроили. Они втянулись в эту историю, где ничего хорошего не светит. И они ведут страну к поражению. Они ведут страну к катастрофе. Они в этом смысле являются главными, самыми опасными людьми, самыми большими врагами. И поэтому говоришь, вот давайте мы их сейчас поддержим. Для чего поддержим? Чтобы они еще дальше нас закопали в эту яму. Еще глубже нас закопали в эту яму. Куда? Дальше. Понимаете? Без них мы справимся. С ними нет. Пока от них не удалось как-то, каким-то способом избавиться, не знаю, какие, у меня нет вариантов сейчас. Но будет только хуже. Это надо понимать. И они это прекрасно понимают, что самое главное. Они это прекрасно понимают. Именно поэтому будут репрессировать, преследовать, пугать всех направо-налево. Причем, понимаете, это вот деление такое, что вот давайте вот сейчас, допустим, какого-нибудь либерала посадили, мы будем аплодировать. А потом нас кого-нибудь посадят, а значит, либералы будут аплодировать. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Понимаете? Вот. И чего хочет власть? Она именно этого и хочет. Это именно то, что им выгодно. Потому что, ну понятно, еще, представляете себе, люди, которых сажают, они еще и одобряют репрессии. Ну, простите меня, прекрасно решено. Вот. Ну, теперь по сути. Как и что можно делать? Ну, во-первых, все-таки есть случаи, когда власть пытается прикрыть политические репрессии видом хозяйства, как в случае с Андреем Левченко. Мне кажется, что, ну, не то чтобы это легче, это ничем не легче, это отвратительная, чудовищная история. Но, по крайней мере, тут есть возможность апеллировать к каким-то нормам, правилам закона, потому что хотя бы есть какие-то формальные зацепки. Хотя потом мы все равно видим, что все они игнорируют, все они абсолютно нарушают сами же. Да? И, в общем, мне кажется, что единственное, что мы можем сейчас сделать, это привлекать
внимание общественности, говорить правду, говорить о каждом случае, говорить о каждом человеке, который подвергается преследованию, и быть солидарными, быть добросовестными, и самое главное, последнее, не бояться, не бояться. Да, спасибо, Борис Юрьевич, спасибо. Да, действительно, мне кажется, что вот сейчас, вот в рамках этой спецоперации особенно актуальна вот именно солидарность и общественное мнение, потому что нас могут просто выбивать поодиночке, и люди, так вот смотря, ну, как бы, те же самые активисты, они будут смотреть и думать, а зачем я буду высовываться, если меня никто не защитит, общественное мнение меня не защитит. Поэтому, при том, что мы понимаем, что сейчас в условиях, опять же, кризиса, экономического кризиса, в условиях этой войны, будет усиливаться и внутренний политический кризис. И вот эти высказывания, опять же, активисты, они будут все ярче, все сильнее и сильнее будут голоса тех, кому не нравится, кто недоволен. И здесь идут два процесса. Репрессии, с одной стороны, с другой стороны, процесс того, что люди не могут уже так больше жить. И вот в этой ситуации как нам быть, как нам действовать? Вот такой общий вопрос, друзья. Может быть, давайте на него ответим, подумаем, как здесь действовать. Как говорят, что такое революционная ситуация, когда верхи не могут, не хотят. Ну, я бы все-таки добавил к этому, вот как-то крутится все время тема, что никакая государственная необходимость, никакое положение вещей не может оправдывать подложный суд, подложное следствие. Не может. Вот это вот первое, что надо четко, о чем надо говорить. Это вообще вне политики, это здравый смысл. Это разрушает государство. Вот это вот первое и самое главное, что политических оппонентов судят как прощелык, как хулиганов, понимаешь, как воров. Нет других козырей. И ни одна спецоперация, война там, ничто не может оправдывать политических репрессий. Шпионаж бери, доказывай, сажай. Объявляй войну, во время войны стреляй за это, понимаешь? Но никакая спецоперация не может оправдывать усиление политических репрессий и тем более подложного следствия и суда. Вот я хочу, чтобы эта мысль прозвучала, и вот я хотел об этом Бориса спросить, ведь ты понимаешь, ну вот может быть даже как историка, ведь они растоптали вообще, мы в 21 веке живем, елки-палки, они нас утащили в какое-то архаичное, в Русь изначальную, где права-то как такового не было, где была воля боярина, князя, там, я не знаю, воеводы, у нас ушло туда. Вот. Это регресс фантастический, как вот мы могли это допустить, прозевать, и на фоне этого может любая ерунда произойти, какие там спецоперации, какие выигрыши, проигрыши, завтра вообще всех к Колыму строем поведут, и это будет оправдано какой-нибудь очередной ерундой, понимаешь, что вот, там, государственной необходимостью. Вот. Мы скоро дождемся уже вот передовиц, где, знаешь, вот какие-то работники будут требовать сажать там врачей, я не знаю, активистов, блогеров, да кого угодно. Мы идем к этому. Мы идем к этому. В чем вот эта реплика вот в самом худшем ее виде. Понимаешь, и то, что вот мы сейчас услышали, это только лишнее подтверждение. Борис, ты можешь вот это прокомментировать? Как историк, как? Вот твое ощущение, да, ну и так вот, я понимаю, дело неблагодарное, а по аналогии, надолго вообще нам это ерунда? Вот история что нам показывает? Слушайте, во-первых, я просто такую деталь скажу, что вот Сергей Георгиевич улыбается. Сейчас мы будем историю прогнозировать на будущее, да? Вот. Но, слушайте, вот я тоже ведь как раз в этих самых мневниках 10 суток когда сидел, то там же... Ну да, профессор в законе. Да, они тогда говорили, да, что как же это, так сказать, квалифицировать. Да, ну вот, как понимаете, там один парень сидел, ну, бытовые там всякие дела, там кто-то там без прав ездил или еще кто-то, бытовики, что-то. И вот я ему дал, а там библиотека была, есть неплохая, и там я ему дал процесс Кафки. Ну, весь этот абсурд, да, описан.
И вот он читает, и когда он только дочитал до середины, он говорит, ой, а я-то думал, это про нашу жизнь. Это, конечно, фантастический роман, это, конечно, про нашу жизнь. Понимаете? Вот вам, вот оно самое, понимаете? То есть он где-то, ну, пол романа прочитал, да, и вот все это безумие кавказское, ему кажется, что это нормально, понимаете? Вот как мы теперь живем уже. То есть, вот помните, была сказка, это вот самый, анекдот был, мы рождены, чтобы Кавку сделать быть. Да? Вот. Теперь все, уже вот сделали, понимаете, сделали. Вот. А теперь как долго это продлится? Вы знаете, вот, может быть, я безнадежный оптимист всю жизнь. Вот я думаю, что когда Андрей слышал, как там прокурор ему грозит 10 годами, он прекрасно про себя думал, эх, ребята, никаких 10 лет вы не продержитесь. Не то, что вы меня не продержите, вы не продержитесь никаких 10 лет. И мне кажется, что, конечно, мы подходим к рубежу. Ну, то есть, может быть, я повторяю, я безнадежный оптимист. Я, так сказать, вот, не знаю, всю жизнь, сколько живу, все время надеюсь на лучшее. Самое смешное, что иногда это лучшее в самом деле случается. И я думаю, что Сергей Георгиевич тоже подтвердит, мы с ним тоже много лет знакомы, в общем, бьемся, иногда, так сказать, об стену лбом, а иногда и прошибаем. Вот бьемся, а вдруг вот какую-то стену и прошибли, да, не с первого раза, так с 10-го, там, с 20-го, ну, наконец, пробили, и слава богу. Там, правда, другая стена будет, скорее всего, но мы ее тоже прошибем, да. Это как бы, так сказать, вопрос времени и усилий, да? Главное не останавливаться. Вот, поэтому я думаю, что все хорошее тоже впереди, не только страшно. Главное не бояться, я еще об этом говорил, главное не бояться. Вот, я должен сейчас, к сожалению, уже отключиться, так получается, у меня еще есть сегодня обязательства, поэтому я, если немножко раньше отключаюсь, пока не завершили мы сегодняшний стрим, пожалуйста, кланяюсь, прощаюсь раньше, но скажу все-таки на прощание еще раз. Главное, мы не должны дать себя деморализовать, запугать, как-то дезориентировать, распугать, чтобы еще мы начали друг друга вот предавать как-то. Да? Вот. Это абсолютно принципиально. Если мы стоим за правду, а мы стоим за правду, ну тогда он нам не должен быть ничего страшного. Спасибо большое, Борис Юрьевич. Тогда мы прощаемся с Борисом Юрьевичем. До свидания. Вот. И мы тоже будем завершать сейчас уже. Я предлагаю каждому нашему спикеру какое-то итоговое слово подвести, да, коротко какую-то основную свою мысль финальную, и потом, значит, также немножко пару слов скажем мы и завершим программу. Ну что ж, может быть, начнем тогда с Сергея Удальцова. Сергей, я, кстати, на самом деле под какими-то словами твоими подпишусь и хотел бы тоже сказать пару слов в защиту тебя. Все-таки давайте не будем забывать о том, что во время войны гайки закручивают не только наши российские там олигархи, наш кооператив «Озеро», но закручиваются гайки и на Западе против России. Там тоже русофобия, и там тоже есть репрессии против русских. То есть это обоюдный процесс. И давайте не будем забывать, что все-таки, что бы мы ни говорили, действуют спецслужбы различных государств, всегда действуют, и всегда у разных государств есть свои интересы. Вот. И этот конфликт сейчас между Россией, в том числе западной цивилизацией, он присутствует, и, конечно же, должны быть какие-то адекватные меры, должны работать спецслужбы, работа должна проводиться. Но это не должно использоваться, на мой взгляд, вот для таких уже оголтелых репрессий против любой оппозиции. Это неправильно, конечно. И никакая спецоперация здесь не может быть оправданием. Сергей, тогда прошу тебя слово заключительное какое-то, финальное. Да, друзья, я очень коротко. Я понял, что не всем, может быть, мои высказывания понравились, но я говорю откровенно. Просто вот приведу один пример. Я же не призываю кого-то сажать, репрессировать, доносы не пишу, не дай бог. Да, мы просто обсуждаем вот нынешнюю ситуацию, она диалектична. И вообще нынешнюю ситуацию надо не с унынием воспринимать при всех сложностях и вот таких порой трагических историях, как вот мы сегодня обсуждаем, ну, драматических, скажем так. Мы надеемся на позитивный финал, конечно, но пока сложно. Вот и Левченко, и Фургалу, и многим другим. Но нынешняя ситуация – это шанс для России, для народа, для всех нас измениться кардинально. Хочет этого Путин или не хочет, хочет ли это там Единая Россия, ну это риторические вопросы.
это уже дело десятое. Может сейчас создаться такая ситуация, что они уже не смогут повлиять на развитие событий, и тогда народ в широком понимании, его отдельные какие-то сегменты, сообщества, отряды, политические силы смогут сказать свое слово, как было 100 лет назад. Я не хочу прямых параллелей проводить, но власть тоже должна задумываться. Она эту кашу заварила. Конечно, я бы не упрощал ситуацию. В нынешнем конфликте с Украиной, с коллективным Западом виноваты все. Виноват капитал со всех сторон, да, и наш, и западный, и украинский, и какой угодно, да, здесь только на Россию я все бы не списывал, это тоже не совсем верно, но это как реплика короткая. Вот, в этой ситуации действительно появляется шанс, и я бы в целом все равно с оптимизмом смотрел на дальнейшее. Тем, кто сегодня подвергается гонениям, ну, надо стойкости просто пожелать, мужества. Я вот тоже срок сидел в свое время. Да, было порой обидно, что как же так, вот не освободили, не поддержали, не снесли стены тюрьмы. Ну ничего, в жизни все, ну как бы не так просто порой бывает. Но если в долгую играть, то правда как раз за нами. А когда я говорю, что некоторых бы и хорошо бы почистить, это я не просто как-то абстрактно. Вот был у нас такой товарищ в Левом фронте, Илья Пономарев. Сейчас Илья Пономарев, заходясь за границей, ну, уже давно, принимает участие в форумах, на которых рисуется карта, как бы Россию расчленить там частей на, ну, примерно вот сколько субъектов, ну, частей там на 30, ладно, на 40. И они на полном серьезе там обсуждают, что вот, чтобы убрать угрозу агрессии со стороны России, ее надо расчленить. Илья Пономарев, который себя называет до сих пор левым, какой он левый, это какое-то вообще просто издевательство над здравым смыслом. Такие же есть. У либералов есть такие персонажи. Поэтому я не к тому говорю, что надо призывать сейчас всех кого-то сажать, но сейчас идет время размежевания, время очищения, и надо этим шансом пользоваться. А как раз вот здравым силам общества, патриотам, левым, надо, реальным левым, который не желает в своей стране поражения, а желает ей процветания, надо максимально сплачиваться. Вот впереди выборы. Маленький шаг, который можно сегодня всем сделать. Прийти 11 сентября на выборы, проголосовать за КПРФ и всю нашу коалицию. Это будет как раз сигнал для власти, что люди хотят левого поворота, так называемого. Да, мы знаем, какие выборы. Да, они несовершенные, да, много фальсификаций. Но при большой явке все равно все сфальсифицировать невозможно. Это простой рецепт. Вот не надо совершать подвигов, не надо там идти на баррикады, придите на выборы. Вступайте в наши организации, поддерживайте информационно вот все наши каналы, структуры, партии, движения. Вот сегодня такой момент, когда надо сплачиваться. Поэтому вот именно об этом я хотел сказать. И сказать, что сегодня, да, в условиях такого, ну, необъявленного военного положения, но по факту во многом это так, спецслужбы, конечно, работают. И здесь надо просто понимать, что порой некоторые люди, конечно, абсолютно неприемлемую позицию занимают. А с точки зрения закона их судят или с точки зрения беззакония, надо смотреть в каждом конкретном случае отдельно. В целом, еще раз повторю, время перемен, время очищения, возможно, происходит сейчас, и надо этим пользоваться, и власть к этому принуждать. Власть тоже неоднородна. И надо искать там, ну, каких-то ситуативных союзников. Я думаю, это самая правильная на сегодня тактика, а не просто сидеть и плакать, вот, так сказать, и страдать. Вот такое время сейчас. Вот все, в принципе, что хотелось сказать. Спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо. Ну, тогда вот слово Антону Фургалу. Ну, я закончу, наверное, более позитивно. Как сказал мой отец, правда как вода, всегда найдет свой путь. Молодец. И я надеюсь на скорейшее освобождение моего отца и всех тех, кого посадили вместе с ним, именно незаконно. Придет то время, когда люди наконец-то узнают правду. Я тебя хочу лично поблагодарить всех, кто поддерживает моего отца, кто пишет ему письма, кто помогает ему идти вперед на пути к освобождению. Спасибо вам. У меня все. Спасибо. Спасибо, Антон. Спасибо. Ну, и тогда Сергей Георгиевич Левченко,
Просим вас, финальное слово. Уважаемые товарищи, коллеги, вы знаете, я улыбался, когда говорил Борис Юрьевич Кагарлицкий. Он невольно натолкнул меня на одну мысль. Он говорил, что если бы это происходило, вот то, что сегодня с 14 по 17 год, Владимиру Ильичу могли дать, Ленину, могли дать там 7 лет и больше. Вы помните, к чему привела ситуация, начиная с 14 по 17 год? К отречению самодержца, к буржуазной революции февральской, а потом через полгода к социалистической революции. Вот если сравнивать то, что Борис Юрьевич говорит, что могли Владимиру Ильичу Ленину дать 7, а сегодня требуют для Андрея 10, этот нынешний режим ведет к таким переменам гораздо более быстрыми шагами. Это первое. Второе. Я бы хотел, чтобы вот мы эту часть того, что мы уже обсуждали, понимали, наверное, более конкретно, что ли. Я в 80-х, в 90-х, вернее, годах был председателем подкомиссии по проверке приватизации Российской Федерации. Тогда в Думе такую комиссию создали. Кстати, один из представителей ЛДПР был вот таким активатором этого. И я проверял документы по приватизации по Иркутской области. Она была большая и сейчас большая. Предприятий очень много. Мне дали в администрации кабинет, который был завален до потолка документами. Значит, и много раз даже ответственные сегодняшние люди говорили, что в 90-е годы приватизация была бандитской. И вот я это очень хорошо увидел, пропустив через себя эти документы. А давайте сегодня спросим, приватизация была повальной, бандитской, а много людей пострадало и страдает именно вот с точки зрения вот этой бандитскости. Да, отдельные люди только. То есть вот бандитизм, масштабный бандитизм на уровне страны, он никаких последствий со стороны правоохранительных структур, со стороны правящего режима не последовал. Поэтому в дальнейшем, когда вот мы сейчас начали говорить о том, что стали репрессировать политиков, причем разных направлений, вот даже сегодняшняя наша передача, вот Александр сказал, что что делать, да? Мы разобрались с первым вопросом, кто виноват, очень подробно разобрались. А теперь вот что делать? А мы с вами как раз это и делаем. Вы посмотрите, с точки зрения, скажем, разных политических сил, да, Сергей Иванович Фургал, представитель ЛДПР, Сергей Станиславович, Удальцов, он руководитель, Левого фронта, мы представители КПРФ, да еще поискать очень много найдется разных людей, которые действительно занимают государственническую, патриотическую позицию, которую сегодня преследуют. Мы как раз и занимаемся тем, что объединяем эти здоровые силы. Теперь да, посмотрите с точки зрения географии. Ведь у нас вот на нашей передаче, она еще относительно недавно родилась, я бы сказал, но уже были представители от Магадана до Москвы и Белоруссии. И очень многих других субъектов федерации, находящихся между Магаданом и Москвой. Мы как раз это и делаем. Мы объединяем здоровые силы. Но для того, чтобы добиться победы, поворота, ключевого поворота в нашей стране, мы должны наши силы утроить, чего я нам всем желаю. Спасибо, Сергей Георгиевич, спасибо. Спасибо. Ну что, тогда будем завершать сейчас. Игорь, может быть, это тебе слово финальное? Я не хочу опять утаскивать туда все вправо. Главное, не в смысле право, я имею в виду юридическое право. Главное, пессимизм не утаскивать. Нет. Если бы я был пессимистом, я бы, наверное, не занимался тем, что занимаюсь. Но и не юноши, которого надежды питают.
вот даже те, кто здесь присутствует, кто был в кадре, одно это уже вдохновляет на то, что изменения неизбежны. И еще, может быть, немножко не в строку, но такую вещь в высказывании Сергея Георгиевича я заметил. Вот за последние годы общался я не с одним губернатором, и с министрами было дело. Жалко, они в кадр не идут. И вот о своем назначении разные губернаторы говорят по-разному. Кто-то дослужился, кто-то назначили. Есть и покрепче определение. Но первый раз я услышал, вот именно высказывание Сергея Георгиевича, когда он сказал, когда мы, Фургал и я, работали губернаторами. Это вот настолько замечательная деталь. Это замечательно, когда губернатор может сказать, что я работаю губернатором. Ну, собственно говоря, вся мысль. И пока такие люди есть, пока есть вот такое понимание своей функции, своего предназначения, вот, я думаю, что все уладится. У меня нет пессимизма такого повального, что все это рано или поздно, да скорее рано. Вот. А учитывая то, что сейчас, то, что они назвали спецоперацию, часы истории пошли быстрее и быстрее. Что называется, на днях. На днях. Ну, все, что я хотел сказать в финале. Да, ну что ж, я бы тоже, конечно, пожелал бы и Сергею Фургалу скорейшего освобождения, вот опять же, и сыну Сергея Георгиевича Левченко, как-то все-таки, чтобы справедливость восторжествовала, несмотря ни на что. Вот. И, на мой взгляд, система, когда она вот таких людей уничтожает, закапывает, арестовывает, держит в темнице, она сама подрывает вообще устой государства. Потому что если в государстве будут одни сребролюбцы, одни коррупционеры, люди, которые могут только воровать и пилить бюджет, то будущего такого государства нет. И это государство само себя съедает и приближает свой кризис, приближает катастрофу. А кризис это не только ведь, ну, может быть, смерть, допустим, но это может быть еще и обновление через какие-то серьезные такие моменты, да, которые, ну да, они дадутся не просто и народу, и государству, но, может быть, это обновление будет для того, чтобы мы построили что-то новое, более справедливое, более лучшее. Если в государстве закон, как говорится, что дышло, то будущего у него нет. И оправдывать спецоперации это нельзя. На мой взгляд, все-таки должны прийти люди, профессионалы и люди с какой-то некой высшей идеей, с высшими смыслами. И эти высшие смыслы должны заключаться в том, что человек понимает, что его смысл – это работать не только для своего блага и для блага своей семьи, для своего личного блага, но и прежде всего для блага народа. И в этом есть самая главная отдача для человека. Вот такие люди должны приходить в управленческие структуры. Я очень надеюсь и я верю, что такое время наступит. Через кризис, безусловно, но наступит. Вот финальное мое слово, Антон. Ну, подбираю у вас слово и хочу сказать следующее, что сегодняшняя все истории, мне кажется, они про объединение. Профсоюз захотел объединить людей, обрубили, потому что, ну, очевидно, что если вот всю эту огромную массу людей, туда-сюда снующих по Москве, объединить в борьбе за свои права, то от объединения за свои права до огромного количества людей, которые уже на улицах находятся и могут выступать не только за права, а еще за какие-то требования, ну, один шаг. Боролись за правду, за справедливость люди, работая, объединяли вокруг себя людей по долгу службы, тоже неправильно. Сейчас читаю комментарии, смотрю, там вот пишут, что
А вы знаете, националистов-то всех пересажали, а вот левых не трогают. Ну, то есть вот люди считают, что вот тут вот борьба за, ну, как бы вот с ними идет, а с другими нет. То есть я, когда готовился тоже к сегодняшней программе, нашел огромное количество упоминаний о узниках совести, которые, допустим, отдельно вот экологи, да, про своих рассказывают, отдельно там правозащитники, про правозащитников, узников совести рассказывают. Левые ведут свой учет, националисты говорят только о своих. Мы не видим целостной картины мира. И сейчас, возможно, как раз тот момент, когда нужно посмотреть на картину в целом. Я вот сегодня еще узнал, что Хабаровск продолжает выходить за фургал. У нас наша коллега из Законодательного собрания Иркутской области, Ольга Николаевна Насенко, которая из Хабаровска родом, прилетела, рассказывала, продолжают люди до сих пор выходить. Да, в меньших размерах, в меньших масштабах, но продолжают. И ведь испугались очень многие администраторы режима того, что люди так вышли и люди так могут выходить. Люди, нужно объединяться, нужно бороться за свои права, объединяться. И я соглашусь с Сергеем Удальцовым, что выборы — это тот инструмент, единственный законный остающийся инструмент, через который можно сейчас влиять на происходящие события. И поговорка о том, что власть достойна своих правителей, она как раз про выборы. Народ достоин своих правителей. Извините, я заговорился уже. Да. Народ достоин своих правителей. Это как раз про то, что те люди, которые не ходят на выборы, они как раз достойны своих правителей, тех, которых сейчас мы все имеем. Не выходящих на выборы, к сожалению. Да, вот Игорь сейчас ворчит, говорит, мы от них зависим, говорит, вот от этих людей, которые вот не ходят, не голосуют, в общем, не участвуют. Вот. Ну, к сожалению, во многом, да, во многом действительно есть такая ситуация, что люди пассивны. Вот. Ну что ж, опять же, тот же самый кризис будет ситуацию исправлять, потому что когда у тебя пустой холодильник и нечего детям поесть, там уже волей-неволей ты уже выходишь на улицу и как-то, в общем, что-то пытаешься как-то сказать. Тут еще есть момент такой, вот я забыл сказать об этом, кстати, очень важный, ведь помимо репрессий вот таких вот явных, как посадить человека в тюрьму, да, арестовать, есть же еще экономические репрессии, есть же еще экономическое рабство. Посмотрите, как, то есть от этого возникает самоцензура, посмотрите, вот люди закредитованы по уши у нас, люди в ипотеках, в кредитах, и вот человек боится просто уже слово сказать, потому что боится потерять работу, не знает, то есть они привязаны уже к этим ипотекам, к этим кредитам, получается тоже. То есть здесь вот эти вот репрессии не только такие вот явные, но еще и экономические есть. Это тоже нужно учитывать. Это прекрасная тема для последующих эфиров. Да. Нам тем более подсказывали зрители в чате, какие темы затронуть. Берите, проявляйте свою активность уже сейчас, подсказывайте другие темы, которые нам нужно осветить. Легкий шаг проявить активность — это поставить лайк, поставить подписку на тот канал, который вы сейчас смотрите, поставить подписку на тот канал, который участвует в создании проекта «Страна огромная». Это, напомню, спецлайф, Рабкор, Сергей Королев, Пульс Приангария, Красный Коннект, Товарищ Магадан, Байкал Инфо, Общественный контроль Ленск и другие каналы. В общем, присоединяйтесь, будьте активными. Всем борцам свободы. Всего хорошего. Увидимся скоро с вами. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо за эфир.